29 октября, вторник. Вы смотрите последнюю в октябре месяце программу ДВН. Будем надеяться, что не вообще последнюю программу в этом году. Дело в том, что вчера над нашим городом было явление аномальное. Многие из вас с 9 вечера до 2 часов ночи могли наблюдать красное облако, сигарообразное, которое двигалось с севера на наш город в районе Чульмана, ремонтно-механического завода, а также разреза. Аномальное явление для нашего города вещь не новая. Если вы помните по сообщениям прессы, это уже имело место. В нашем городе даже появился уже специалист по аномальным явлениям. Это зампредседателя исполкома Олег Заганович Мисиков. И на этот раз он согласился рассказать о этом явлении. Итак, ему слово. Добрый вечер, уважаемые нерюнгринцы. В ночь с 28 на 29 октября в небе над Нерюнгри происходили аномальные явления. Так как в настоящее время природа этих аномальных явлений неизвестна, то я попробую вам рассказать в той хронологической последовательности, которую мы за ними наблюдали. В 21 час местного времени служба управления полетом Нерюнгринского авиаотряда и военный сектор единой системы управления полетом на северной части неба обнаружила сияние. Сияние проходило с 9 местного времени вечера, с 21 до 2 часов. Военный сектор единой системы управления полетом и метеостанция авиаотряда пришли к заключению, что они видят всплохи северного сияния, которые в наших широтах практически невозможны. В 21:20 бригада скорой помощи, которая в Чульмане, которая следовала в поселке по дороге, видела облако красного цвета, которое двигалось с севера на юг. С 21:00 до 22:00 в дежурной части городского отдела внутренних дел раздалось 2 звонка от жителей города о том, что в небе красные облака и во рту какой-то терпкий привкус. Это же явление наблюдала патрульно-постовая служба, которая следовала по городу на автомобиле. Уже в 22 часа 10 минут мы смогли опросить нескольких жителей на улицах, и некоторые чувствовали привкус каких-то терпких таких веществ во рту. И примерно в 22 часа 20 минут была уже собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям городского совета, и мы начали заниматься. Прежде всего, мы позвонили в Якутский Валдан, узнав, что движется это все с севера, в дежурному по военному комиссариату города Якутска и города Алдана. Там сказали, что у нас все спокойно, никаких явлений нет. Проверили мы все железнодорожные дела, цистерны на предмет утечки газов и отравляющих веществ. Где-то в 22 часа 30 минут уже были сделаны первые замеры, которые организовал военный комиссар города Куличков Олег Петрович. В воздухе отравляющих веществ не было, радиационный фон был нормальный. Связались мы с разрезом Нерюнгринским, предупредили все предприятия, которые работают во вторую смену. Начальник смены разреза Петрунин доложил, что водители, механизаторы видели эти явления, красноватые облака. И у некоторых работников, правда не у всех, этот привкус, неприятный привкус во рту наблюдался. Где-то уже после часа ночи вернулась бригада рабочих из Дурая, которые обратились к отделению милиции в поселке Чульман и сообщили о том, что они видели эти красноватые облака и также имели этот неприятный привкус во рту. Где-то в 2 часа ночи облака, которые мы наблюдали, особенно они сильные были в районе поселка, над разрезами, над ремонтно-механическим заводом, уже исчезли. За это время мы провели, ночью мы провели 4 вида исследований на воздух. Проводила их военный комиссариат, санитарная служба и ВГСЧ. В 2 часа 30 минут мы приняли решение, эта комиссия, что город может спать спокойно, что в воздухе никаких отравляющих веществ нет, что радиационный фон в городе нормальный. Сегодня утром мы эту работу продолжили. И можно сказать с уверенностью, что в настоящее время все нормативы по воздуху и по радиации соблюдены, и никаких отклонений в городе нет.
Но тем не менее хочется сказать, что как очевидец этого всего происходящего, что явление это дело не придуманное, оно действительно было. И наблюдалось не одним десятком человек, не одним десятком человек. И городской совет считает, что надо эту работу продолжить. И по нашему настоянию перед Советом министров республики к нам выезжает комиссия, которая должна нам дать ответ. Правительство республики подтвердило, что никаких испытаний, никаких таких вот действий, которые были связаны с такими явлениями, в республике не проводилось. Значит, полковник Муханов, начальник военного сектора единой системы управления полетами, который вообще отвечает за все эти дела, заявил, что в этот час, в это время над городом не пролетал ни один военный самолет, ни один другой какой-нибудь объект, который мог создать такую вот чрезвычайную ситуацию. Поэтому успокаивать в таком случае, конечно, когда мы не знаем, с каким явлением мы столкнулись, жители города, я думаю, что нет смысла. Единственное, что я обещаю, это что мы настойчиво над этим вопросом будем работать. Ну и последнее, что бы хотелось сегодня сказать, вечер сказать горожанам о бронировании квартир. Ну, вы все знаете, что мы провели 2 собрания в городском совете, создали общество по соотечественников, которое поставило перед собой задачу оказывать практическую помощь в бронировании квартир. И эти люди все уже уехали. На Украину и в Казахстан выехала группа людей в составе 7 человек, которые люди избрали на сходе здесь, в городском совете. Вот все, что можно сказать по событиям, которые волнуют сегодня горожан. Итак, что же это такое? Если это ядерный взрыв, то по нашим советским законам мы узнаем об этом лет примерно через 20. А возможно, это дают о себе знать пришельцы с других планет. Но что интересно, что второй раз на территории ремонтно-механического завода. Возможно, они кто-то хотят сообщить Николаю Абрамовичу Чаудскому. А возможно, это просто предзнаменование отмены целевых в нашем городе, что само по себе ведет уничтожение всей цивилизации в районе Южной Якутии.